Приветствую, народ. Ну-ка еще раз чуток почисти-ка я экранчик. Ну, совсем другое дело. Ну что, ребята, через... Какие через? Ну, буквально сутки отделяет нас от розыгрыша. Так, потихоньку по графику идет, но тормоз электричества то уходит, то приходит. Ну ничего, к сроку все ножи будут готовы. Или да? Звук есть, нет? Наверняка все спросят, сколько на данный момент участников. Скажу прямо, нету 30. После вчерашнего эфира чуток добавились, но не так уж, как говорится, много. Ну, 1-2 шанс есть. Если, ребята, меня слышно, помашите. Если не слышно, тоже помашите. Вот так вот. Больших таких суперских новостей нету. Вчера, после эфира, после эфира ко мне пришло несколько сообщений. В том плане, что спрашивают, объясните, спрашивают, посоветуйте, спрашивают, как быть и так далее. И я насчет, если вы помните, вторая часть эфира шел разговор про обучение и про то, что человек меняется и так далее. Хочу дополнить. И еще прозвучал вопросик, практикуется ли, знаю ли я шаманов, которые делают чудеса. Отвечу прямо, знаю. Вот, лично знаком, и не с одним, но они стеснительные люди. Вот, я, получается, как бы посредник. И что творят эти люди? Да, они люди, но особой большой такой выразительной талантом. Не только смотреть людей, вернее, здоровье человека с расстояния. Доброе. Не только это, но и само лечение проходит тоже на расстоянии. Это они умеют. И впереди сидящий вас человек тоже хочет этим заняться, но пока только учусь. Тут фальши нету, тут какого-нибудь розыгрыша нету в том плане этой информации. Люди серьезные, люди практикуются не так уж уже серьезный у них стаж. Привет, Хабаровск. Вот. Если есть, ребята, я ненадолго. Так что задавайте вопросы сразу, кому что непонятно. Вот. И они действительно могут узнавать даже по вашим фотографиям и имя, отчество.
год рождения и все буквально. Они могут узнавать, что у вас внутри, какие болячки, какие последствия от коронавируса, болели ли вы действительно. И самое интересное то, что будет в будущем, во что превратится эта данная болезнь. Ну, скажем так, болезнь. Что такое болезнь? Болезнь это бактерии. Бактерии это молекулы. Молекулы это хромосомы. Вот. И у хромосом есть очень-очень много информации. По идее, любой атом, любая молекула имеет ДНК. Правильно? Привет, Алтай. Имеет ДНК. И с помощью этой ДНК и тебя создали твой отец и мать, а их создали их отец и мать, то есть ваш дед. Дедушки и бабушки лежат под землей, но их душа находится где? Ну, как они, судя по всему, жили, трудились в Срединном мире после окончания срока, истечения, вернее, срока, либо туда, либо туда. И вот, друзья, то, что самое интересное, они там рвутся опять вернуться на Срединный мир. Ну, поэтому говорят, о, родился пацан, напоминает деда своего, своим характером, своим походкой и так далее. То есть на данном мальчике, пацане, имеется ДНК от деда. Не отца, не матери, а именно от деда. Любой линии. Вот что интересно. И что они делают там, на том свете, чтобы попасть на серединный мир, чтобы рождаться еще раз, чтобы походить по зеленой траве, чтобы радоваться солнцу, чтобы жить еще раз. Они делают все, что угодно. Нрава. Все, что угодно. И они советуют вам, не в прямом смысле, они прямую не могут появиться на серединном мире. Между ними, между мирами конкретная охрана, скажем так, грубо говоря. Вот. И они не пропускают ничего и никого. Вот. Но они могут появляться, когда вы очень больны, когда у вас стресс, когда вы хотите чего-то достичь, усели и так далее. И они вам помогают. Каким-то образом попадает в ваши сны, поддерживают. Я вчера видел бабушку, я вчера видел покойную мать. Что-то она хотела сказать, задумайся. Когда человек спит, попадает в некий, как говорят, мир, и душа от тела отделяется, и там гуляет, ругается, летит и так далее. Вот. Все мы люди, ребята, но мы все спим. В отличие от животных, мы спим относительно от какого животного мы спим, буквально 8 часов отделяемся от этого мира. Тело-то лежит, сердце бьется, дышит, но душа-то гуляет. А некоторые люди нарочно делают это во время буквально днем, когда им угодно, заходит некий так называемый астрал. Это не сон, это не параллельный мир, это реальный мир в реальном течении остановки. Вот. И там они в этом мире, у кого есть сила, у кого есть опыт, летят там, куда им надо. И они уже владеют очень большой силой, то есть информацией. Проходят через
любую преграду, через горы, через здания, как воздух летают. Но их не видать вооруженным и невооруженным глазом. Они блуждают, а потом буквально встают и сами встают, и как человек ходят. Некоторые их называют шаманами, некоторые женского рода называют у нас удаган, что означает женщина-шаман. И эти люди очень тесно связаны между мирами, верхним и нижним. Очень тесно. К ним попадают наши предки. Они, получается, они как бы Wi-Fi роутеры. К ним подключаются, заходят и говорят, и передают. И они с помощью его лечат, если вы больны. Если вы обратились к нему, он или она сразу находят ваши координаты того мира. И каждый предок борется за свое имя на Срединном мире. За свои праправнуков, чтобы они были и росли, что его фамилия и имя всегда рождалось на Срединном мире. За это они там борются. Неважно, верхний или нижний мир. Все равно они борются за свое имя. За честь своего имени. Ну вот, приведу пример, ребята, простой. Человек бухает, сильно гуляет, не работает, гуляет, не работает, гуляет. А потом его через некоторое время не видать. Вот. То есть в этом мире он уже не существует. Как говорится, помер человек, и никто не ожидал. Никто не скучает. Был такой алкаш, и все. На самом деле это не просто так. Некоторые, родители сами знаем, какие. У некоторых хорошие, у некоторых порядочные, у некоторых любимые. Правильно? Правильно. И предки говорят то же самое. И за свое имя предки будут бороться. Если позорит какой-то внук, праправнук твое имя, чернит, как говорится, они убирают. Все, не надо мне такого. Отключает буквально. И все, человек умирает, попадает в иной мир, и там его как следует ремнем. Так и есть, ребята. Все буквально, если бы спросили бы пару месяцев назад, что такое, да и как, я бы просто так и сделал бы. А когда встретился со знанием, передо мной стояла задача помочь людям. Я стремился, я искал. И не только нашел, но и научился. И вот тебе сверху подтягивают незнакомых людей, которые ты как будто родился вместе. В 2 словах все объясняешь. Им очень доверяешь. Вот. Так и сверху делай так. Направляй. Вот. Буквально у меня такая тоже смуглая, скутная такая информация. Но после розыгрыша будет сюрпризик. Как в тот раз. Сразу в прямом эфире продам несколько ножей. Вот. Сколько их будет, какая цена. Стабильно 10 рублей. Некоторые не понимают, 10 рублей это одна монета. Нет, условно, ребят. Условно 10 рублей.
Ну, посмотрим, какие ножи останутся. Ну и цена, соответственно, будет подавающая. Если ножик большой останется, то цена другая будет, 13 рублей. Вот. Ну, буквально и так. Сколько их, пока сказать не могу. Сколько останется, сколько доделаю, сколько успею. Но в данный момент у нас ремонтные работы, вот он мешает действительно. От часа до 4 вечера, от 10 до часа отключили, от часа до 4 отключили. И в это время сидишь, света нет, ничего нет. Нынешние кузнецы очень зависимы от света, не то что прошлого. Вот. Вот такая шкодливая информация. Да, ребята, если хотите проверить себя, свое здоровье, не стесняйтесь. Пишите по WhatsApp, я вам с ними состыкую. Вот. Вот и все. А там уже разговаривать, не разговаривать, что им надо, как, да что, услуги какие, они сами расскажут. Вот и все. Если хотите узнать свое на данный момент состояние здоровья из любой точки мира, не стесняйтесь, пишите в личку, я ими отправлю им ваши координаты, и они сами выйдут вам. Да, помогут. Вот и все. Итак, ребята, нет 30 участников. Надеюсь, завтра, если не ошибаюсь, суббота, народ накопится, думаю о другом совсем. Вот. И завтра тяжелый день, все успеем. Ребята, вопросы есть? Белоруссия, Красноярск, Бурятия. Кстати, насчет Бурятии, тот раз выиграл один красавчик билетом одной штукой. Выиграл красивенький ножик. Но буквально месяц тревожил меня, что он не получил. Что у них там происходит, куда он пропал, никто не знает. Надеюсь, он получил, что-то не пишет, не звонит. Или, как говорится, послал куда надо, что-то замолчал. А так, в моем практике такое впервые, что куда-то пропадали ножи. Я тоже беспокоюсь. Человек выиграл, я отправил, и все. И многие участники, победители, как всегда, не оплачивают за отправку. Молодцы, ребята. Видно думает, что эти 400 рублей. Быдыка богат, пускай сам оплатит. На этот раз будет посерьезнее, ребята. Если только оплатите, только тогда я отправлю. А то, как говорится, ну кто вам сообщит? Я же вам треки отправляю. Вы должны сами следить за треком. Завтра будет. Пишется сортировка в вашем почтовом отделении. Значит, через часик, другой, максимум 6, приходите. Здравствуйте, вот мой, вот паспорт. Забираете.
Это еще пустяки. Вот в Москве, ребята, в Москве, действительно там проблемы. Когда я отправляю за рубежом ножи, так, до Саудовской Аравии 1,5 месяца. Из них месяц пролежал в Домодедово. 1 месяц там лежал. Домодедово. Израиль отправлял 3 месяца. Из них 2 месяца и 2 недели, ну, 2,5, получается, месяца лежал во Внуково. И 2 недели у него там на границе. И когда клиент получил данный ножик, обрадоваться ему уже не было ни на что. Вот. Уже нервы там. Поругался. Потом слов прощения, прошу прощения, не мог сказать. Хотя ножик был суперский. И, по-моему, еще там доплатил 200 евро на таможне, чтоб не держали. А вот Соединенные Штаты Америки, в городе Нью-Йорке, доходит, ну, грубо говоря, 1,5 месяца реально доходит. И тот же день доставляет до двери. Совершенно бесплатно. А самое интересное, из Новосибирска ко мне обычный груз, ну, пакетик, ножик, едет 18-22 сутки. 18-22 сутки. Когда из той же Нью-Йорка мой клиент подарок отправил, вот такой ящик запчасти на мою Тому. Большой ящик, 1,20 м толщиной, вот так. И ко мне в мое почтовое отделение он прибыл за 8 суток. За 8 суток. Не 10, 8 суток. Оттуда сюда, отсюда 1,5 месяца, а оттуда сюда за 8 дней. Суток всего. И там на упаковке бьется осторожно, на английском, на русском, аккуратно, прямой, там опасно и так далее. Все напечатано и доставили. Почтальон звонит, тут доставка до двери, приедешь или отнести, спрашивает. А я неделю 2 раза минимум на почту хожу. Ну, поеду, заберу. Откуда? Из Америки, говорит. Звонят, говорит. Вот так работает, ребят. Да, хороша. Единственный мой любимый и уважаемый партнер. В отличие от транспортных агентств, из любой деловые линии, я не знаю, там Кит, я не знаю, там Север, еще какие там крутые, именитые транспортные компании. Они, ой, ребята, этот Стейл или как ее там, цену приподняли 4 раза. Вот такусенькие 5 миллиметров сталь. Ничего не надо, сталь. Шириной 5 сантиметров. Длиной 60 сантиметров. Нету метра. Длиной 60 сантиметров. Вот такусенькая. Просто бумажкой омотали и скотчем омотали. Из нижнего отправили ко мне. Я-то оплатил за авиа, там, чтобы быстро, чтобы мои клиенты были довольны. Сразу оплатил. Попросили 3500, хорошо, базара нет, давайте быстрее. А там весит всего там, я не знаю,
900 с чем-то граммов всего. Даже килограмма нет. Вот. На сайте сказано 5 суток, 3-5 суток. Вот. Со склада из города Якутска до него надо еще доехать 300 километров. Тудым-сюдым 3000 на такси. Вот. И заехать именно к ним на складе, который находится не в центре, как известно. И прийти, оплатить, а там уже другой чек. Здравствуйте, вы оплатили доставку за курьера. Курьер забрал из Нижнего, из офиса за 3500. Самолетик, то все, вы должны нам 8900 рублей. За что, спрашиваю? Бензин подорожал и так далее, и так далее. А я уже махнул. Вот так губами держу. На, подавись, давай мою сталь. Шутка, конечно. А вот моя родная почта, потом попробовал, сказал мой друг, партнер, давай почтой ЕМС отправлю, и они тебе доставят до дома, сказал. На практике пока не пробовали, но другие регионы получают. Ты тоже это попробуй. А я уже заказал в ВЛ-ке, наконец-то. Толщина была вот так, 5 штук. Длина метр, ширина 7 сантиметров. Увесистый 12 килограмм буквально. Лукавлю 9 килограммов. Ага. 9 или 10, где-то так. И Почта России забрала у них и всего за 2 с чем-то доставила до дому. И за 8 суток, по-моему. Вот вам Почта Россия. Я вообще в шоке был. Что так быстро. И что так реально быстро. Зачем тогда транспортными компаниями я мучаюсь? Надо тудым-сюдым ехать. Назначить время в моем графике, которого почти нету. Так что я люблю Почту России. И у нас в отделении все знают, молодые девчонки оперативно. Сначала до знакомства, как говорится, были некоторые нюансы. Потом поняли друг друга. И сразу здороваемся. И я оформляю тут у себя, а там только доставляю. И они сразу отправляют. Молодцы девчонки, я должен их похвалить. Вот. И начальник почты тоже мой знакомый. Так что любая транспортная компания, это, ребята, страшная тема. А вот Почта России, все надежнее и надежнее, оперативно. Если хочешь доставку до двери, ну, у нас-то минус 54, не хочешь, в морозе. Маленький такой из Китая пакетик доставит молодой человек. Здравствуйте. Написано на спине Почта России. О, чувак пришел в маске, перчаткой и так далее. Распишитесь, расписался. В моем деревне тут так делается. Так что я их очень уважаю. Мохтал почта. Так, теперь разрешите, ребята, пока немножко на родном. А то как-то мои земляки не так правильно понимают, как участвовать. Yadavakta. Боростой. Буниверге авастагос онте 201 беонистен невербер. Каны бара ролике гирен кар оны невер хурладер. Оны гиренген бербан онлайнenge сумой таган. Кат билети лаганы. Талбытын. Техне лаган. Талбытын. Огама библиясына да 5 мега. Самое главное, оны неверге хуриан. Сообщение получает деньги. Он вяты суммариан. О, лратен немеруян. Сотоинкина. О, сотоин немера, билети немера олар.
Mekana basattılar. Kas nömer halla. Kanlık nömerler hallalar. Kas bilet halla. Bartanlık. Onu bobadak. O biletler vardı mı yamma vanda kumbece bu beşetti amman istikile anka kutabı nükürüşü bunu kostan da harabı. Bitir onun. Onun biter. O kostan da bu biletim kırıbıt eriyevin bu kulişinay kanlara heccar eriyevin araksa heccar ol nömer himmir kıyılağına datırır. O ki bir bağlar. İkistan kostun o ki ikini bu kulağına o zinömer bolar. Eme araksa heccar iki bağa tura da tağlar. Üstten de düstten 15 bağa da var tınlayat. Олой боростой. Много другого, хакали макалик. І то стелі туго, букулları го мияна var. Ama главное сотонyo гуруй. Ütte. Kıttın. Bilin jaktar güne laddan kele. Kıgıtta kaba daraktan onun. Киргеттер gidiyor, подругалар gidiyor. Я знаю, тут смотрит много женщин. Я знаю. Перед днем защитника Отечества ко мне вышли аж 8 прекрасных дам. Ссылкой срочно. Делай, пожалуйста, но срочно. Хабаровск, Москва, Санкт-Петербург. Еще где-то был. По-моему, Ростов-на-Дону. Заказываю срочно. Оплачиваю срочно, чтобы 23 было. Ну, как всегда, некоторые получили, некоторые не получили. Моя любимая, да и я сам с опозданием отправил. И я их успокоил, уважаемые дамы, не расстраивайтесь. Покажите ролик, который на канале. Жена показывает, вот смотри, подарок едет, вот твой нож, и все. Вот на днях получила, прыгает от счастья, подарила мужу. Муж уже думает, что подарить ей. Потому что заветную мечту мужа воплотила жена. Любимая, нелюбимая, но все-таки своя. Подарила. У мужика возникает вопрос, что подарить через неделю. Вот, ребята. Следующий, да, через недельку-полтора, 8 марта, ребята, самый тяжелый день у мужчин всего мира, наверное. Очень просто. Приобретаем билеты, ребята. Участвуем. Сами посудите. Кто победит, победителю отправляю. Начинаю с 1 марта уже отправка. Февраль тю-тю. Тем не менее, параллельно делаются заказы, ребята. Ни один день не откладываю. Параллельно заказы делаются. Вот. Так что расстраиваться не из чего. Все делается по срокам, да, признаю. Я тут, как говорится, не штампую, а хочется подарить человеку настоящее, действительное. Хотя они иногда надеевают, где мой, кончай завтраками кормить и так далее. Ругаются на букву, не скажу какую. Бывают люди, но умные ждут. Тихо, мирно, здоровается, культурно. Как там продвигается? Ждем, хорошо ждем. Но в конце концов получают шедевр. Настоящий якутский, с духом ножик. А этого ножика человек ждет. И получает действительно хорошую. Но я не хочу вам отправлять тяп-ляп, дело не такое. Где-то клей, где-то что-то. Нет. Принципы компании. Принципы. Так что, ребята, ждите. Недолго осталось. Продвигаемся по графику. Все будет. Все будет хорошо. Участвуйте. Время прошло.
Буквально денек-другой. В этом же месте встретимся. Ну, завтра тоже в эфир выйду. И кто опоздал, пожалуйста, смотрите начало ролика. Кому нужна помощь, в частности, по части здоровья, обращайтесь. Обращайтесь в личку, пишите, не звоните, в личку пишите. Как будет время, я вам найду и переотправлю нужным людям, которые вам помогут с радостью. Это не какая-то, я не знаю, ложь, там, обманщики и так далее. Это, ребята, серьезные люди. И с ними надо разговаривать, как говорится, в галстуке, серьезно. Я имею в виду, вот такие крутые парни после их разговора. Здравствуйте, соизволитесь, извините и так далее. Вот такими становятся. Хорошие ребята, опытные, надежные, но при свете своих лиц не показывают. Но будет время познакомиться и на этот канал засветим. Хорошие, мощные ребята. Но рады помочь, рады помочь. Просто так. Рады помочь. Вот так вот, не упустите. Я не каждый день буду калякать перед экраном телевизоров. Вот. И скоро, ребята, начнется после, ну, март месяц, это начало старта. Начало старта. Потом уже, ребята, апрель. А апрель, как известно, крылья, звук уток уже прилетят. Вот. Тем более в этом году подсадные. Закон такой вышел. Утвердили, по-моему. Тем более прикупил новенькую Optifade A400 Extreme Plus. Надо испробовать. Там понеслась. Весну ждет каждый саха. Каждый. Независимо, мальчик или девочка, старик или бабушка. Все ждем. Весна — это жизнь, пробуждение. Ну, сезон охоты начнется. А там, тем не менее, работа тут не прекратится. Вот. Ну, иногда хочется человеку просто взять отпуск на полгодика там. На полгодик, годик. Тем более отменили коронавирус. Вроде все открывается. Но нынче хочу свою республику посмотреть. Поехать и с женой посетить крутые места республики. А как известно, республика широка, красиво. Хочу посмотреть северные районы. Но цена билета вообще в Таиланд туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. За такую сумму едешь только туда. А обратно придется оплатить тоже Таиланд туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И обратно прилетишь. Если прилетишь. У нас мало авиации, тяжко. Не так уж хорошо. Не гладко так. А так ребята стараются. Строят, ремонтируют. Да, есть такое. Но цена на авиабилеты в направлениях севера Якутии, лучше в Москву, туда и, я знаю, еще там в Европе полететь. В Турцию спокойно полетишь за эту цену. И обратно пришел, прилетел, вернее, домой. И эту общую сумму потратишь только туда. На обратный билет уже надо конкретно оплатить. Вот такая маленькая мечта, но она сбудется. Сбудется. И в этом году на повестке года постройка гаража. Вот. И ремонты. Время покажет, ребята.
Так, нету 30, надеюсь, этой ночью будет тридцатник. Участвуйте. Билеты по 500. По 500. Вот, потяните своих. Лучший будет подарок. Один секрет расскажу, ребята. Участвуйте. Свою жену заводите. Этот нож я тебе подарю, если выиграем. Выигрываешь. О, есть! Ножик получаешь. Наша жена, поздравляю вас с 8 марта. Спасибо, дорогой, спасибо, дорогой. А сам взял, когда она спит, тайком на рыбалочку. Красиво. Она спросит, где мой нож? Какой нож? Тебе для чего? Вот же, на кухне много ножа. Пускай он у меня. Лайфхак, ребята. Всем добра, удачи и будьте людьми.